Для Мадины Дзортовой специальный приз жюри – приятная неожиданность. Когда объявили ее имя, она сначала даже не поверила. Но результат совместного производства Национального телерадиоканала «Ингушетия» и Национального бюро кинематографии республики, работавшей над созданием картины «Начало», оценили по достоинству. Мне очень приятно было, когда объявили меня, объявили нашу республику, сказали за высокое мастерство и честное отношение к истории народа. На самом деле мы старались, мы не думали, не ожидали, что будем награждены на этом, казалось бы, высоком форуме. Документальная лента «Начало» рассказывает о непростом пути становления ингушей, о праве и периоде бесправности, о том периоде, когда народ в 1934 году потерял свою государственность, а также о людях, которые не жалели себя, чтобы восстановить историческую несправедливость. К слову, для этого произведения Ялтинский приз не первая награда. Несколько лет назад картина «Начало» была отмечена и на Золотой башне. Фильм рассказывает о становлении ингушской государственности, начиная с средневековья. Поэтому любой наш ребенок, любой школьник, любой человек даже, посмотрев в любом уголке мира вот этот фильм, они прекрасно будут знать историю ингушского народа. Телекинофорум «Вместе», в котором принимала участие Мадина Дзортова, крупнейшая культурно-деловая акция на всем постсоветском пространстве. Ежегодно в конкурсах и творческих дискуссиях принимают участие журналисты, кинематографисты и артисты из многих стран. Так, в этом году на конкурс поступило в общей сложности 150 работ из 26 стран мира. Наряду с дебютантами за награды боролись профессионалы с мировым именем. А жюри конкурса возглавил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, из чьих рук Мадина Дзортова и получила свою награду. Фильмы, которые мы туда отправляем, они сначала попадают и в Белоруссию, и в Украину, и потом российская смотрит отборочная комиссия. И только потом они, становясь номинантами, уже выходят на отбор международной жюри. Естественно, очень состоятельно, очень жюри оценивала наши работы. В жанре документалистики Мадина работает 4-й год. «Я помню Казахстан», «Дорога длиной в 70 лет», «Новая жизнь древнего Магаса» и «Сталинградская битва». За это время ей со своей командой удалось создать десятки картин. Последняя, кстати, в конце августа тоже удостоилась нескольких наград на 16-м международном кинофестивале «Волоколамский рубеж». Это еще один фильм, созданный телерадиокомпанией «Ингушетия», который получил специальный приз, но уже за правдивое отображение драматической судьбы ингушских защитников Родины, Великой Отечественной и приза Союза городов воинской славы России. Но я думаю, что мы с нашей съемочной группой совместно с НТРК этот фильм мы делали, справились с этой задачей, потому что я являюсь представителем и Союза кинематографистов Российской Федерации, и Госфильмофонда. У меня был хороший доступ к архивам. Естественно, все материалы и документы, которые были необходимы, мы оттуда привезли. И в этом фильме очень много таких архивных материалов. Сейчас ингушский режиссер трудится над созданием очередной документальной картины. Фильм будет рассказывать о знаменитом Далаковском бое. Когда картина выйдет, говорить пока рано, но однозначно она найдет свое почетное место в ингушском кинематографе. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.